Говорила Оля, мы нашли бутылку с бензином, облили крышу, короче, наверху, люк, и выкинули. Прямо там наверху? Да, испугали и не успели просто сделать поджог. Второй поджог был с коридора. Подперли двери, облили опять же так же низ первого этажа. Там, да? Вот? Да, этот же подъезд. И без конца и края, без конца и края. Это наш подъезд второй в нашем доме, в этом Зорге 5/1. Тоже подожгли. Воткнули бумагу в стену и подожгли просто в 2 часа ночи. Это просто соседка вышла случайно выносить ведро, она не спала. Нас постоянно жгут. Из-за этого реабилитационного центра, что его поставили, им теперь не дают открыть этот реабилитационный центр. Из-за того, что у них нету парковки. А реабилитационный центр где он стоит? Вот он стоит, за этим горелым зданием. Вот. Им надо парковку, им не дают открыть этот реабилитационный центр. Из-за этого теперь они идут по трупам и жгут людей. Это вообще какой-то ужас. Тут недавно летом тоже пожар был. Это все то же самое. Там пустая квартира была. Нет, вот этот же дом. Второй подъезд. С той стороны на первый этаж разбили стекла. Прям посередине развели огонь. И сколько раз вы уже тогда... Его уже 4 раза пытались. 4 Это 5-й раз уже. А вы не обращались никуда там? А куда обращаться? Они всегда фиксируют, что это не поджог, а электропроводка. Кошмар какой-то. А откуда огонь пошел? Бутылку закинули. С первой квартиры. То есть в окно что ли закинули? Да. С бензином? У нас за этот месяц, в феврале, конец января, начало февраля, 6 раз пожарные машины приезжали. Писали мы заявление принять меры, но никто ничего. Вот прозвучало мнение, что это из-за гаража. Из-за гаража? Но, из-за какого гаража? Ну что реабилитационному центру нужен гараж и вот да, это вот. Да, все верно. Тут нужна парковка, гаражи. У нас никогда не было, у нас дом 63-го года. Никогда не было пожаров, я тут живу уже с 2000 года. Пожары идут с июля месяца и каждый раз. В июле месяце был пожар, в сентябре был 10-го пожар, света не было, ничего не было, жили без тепла, без света. Дали свет, тепло и вот сгорело все. Вот, ребята, евроремонт был, вот что стало. А вот вы говорили, что у вас вот из имущества только шуба осталась. Да, у меня только шуба, у меня все сгорело. Шмат. У меня у детей все сгорело, у брата ничего нет. Квартира вот эта вот сгорела. Вот двое детей, и муж с женой. По поводу реабилитационного центра, как построили реабилитационный центр, стали поджоги неоднократно. Постоянно стали гореть. Дом 63-го года такого ни разу не было. Проживают тут с 2000 года. То есть по вашей версии это может быть поджог, да? Ну конечно поджог, это и есть поджог. Мы сначала им выбили окошко, потом уже решетки снимали. Получается, пока их спасали, там уже дети сгорели. Похуй. Да. Огонь сразу пошел на 2-й этаж. С 1-го на 2-й этаж, да? Да, сразу же. И самое главное, пожар был и с окон с той стороны, и пожар был внутри дома. Что на 2-й этаж мы не смогли уже подняться сами. А с тех квартир вынесли, спасли людей, да? Да. Ну, единственное, с той стороны все прыгали со 2-го этажа. Женщина с ожогами сейчас в больнице лежит. С той стороны окна. А с этой стороны они как бы, вовремя вышли.